Здравствуйте, меня зовут Бушин Данил. Моя тема это сравнение советских и современных фильмов о войне. Актуальность темы. Современные школьники, не видев всех ужасов войны и всех страданий, должны помнить, какой ценой завоевана свобода и независимость нашей Родины. Цель – понять и сравнить, чем отличались фильмы двух разных эпох. Советские и современные фильмы о войне. Фильмы в Великой Отечественной войне начали снимать во время войны. Также фильмы показывали и не только хронологию, но и саму атмосферу времени, веру людей в победу и мирную жизнь. Этот фильм был снят в 1972 году. Основные действия происходили в 1942 году в Карелии. Эта история 5 девушек стала обобщающим портретом народа, выстоявшего в Великой Отечественной войне. Этот фильм был снят в 1975 году Сергеем Бодричуком. Выпустил экранизацию позднего незаконченного романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, убийственной цене победы. Это был фильм, снятый в Карелии и летом и осенью 2014 года. Этот фильм был снят в формате Амстердам. Основная история этого фильма разворачивается в ноябре 1942 года в Сталинграде. Они защищали стратегически важную позицию. 28 патриотов. Исторический художественный фильм Андрея Шалёпы и Кима Дружинина о легендарном подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году. Анализ советских и российских фильмов о войне. Основной акцент поставлен на раскрытие образов солдат Великой Отечественной. Даже, получается, сам режиссер, как вот Бондарчук, играл главную роль в фильме «Они сражались за Родину». Он хотел показать реальную атмосферу боевых действий. Современный каст актеров будет близок и узнаваем нынешнему зрителю, как и само кино. В заключение, первое. То, что раньше съемочный процесс проходил гораздо интереснее. И кадры фильма передавали настоящую картину поля боя. И актеры, которые играли роли, это реальные участники войны. Второе. В современных российских военных фильмах применяется компьютерная графика. Есть все равно некоторые недочеты. Третье. Все-таки советское кино передает реальную картину боевых действий и передает отношение актеров к народу. Советские фильмы заставляют народ думать и анализировать, и сопереживать все события наравне с героями. Четвертое. Современные российские фильмы о войне рассчитаны на большую часть молодого поколения, заставляющих задуматься. Старшему поколению эти постановки не кажутся интересными. Вывод. Современные постановки для молодого поколения, не интересующие историей своей страны, являются постановочным, особо запоминающим трейлером. А советское кино заставляет зрителя окунуться в реальное время, заставляет задуматься и пониманием сопереживать героям. Безусловно, есть качественные постановки и среди современных фильмов, но, к сожалению, их не так много. Спасибо за внимание.